Вопрос возврата гуманитарного топлива сельхозпроизводителями длится уже на протяжении полгода. На заседании депутатов Народного собрания Гагаузии и сельхозпроизводителей, которое состоялось 22 октября, было высказано, что невозможно вернуть топливо сейчас, учитывая нынешние цены. У меня сильнейшее градобитие было в хозяйстве и попало под градобитие 517 гектаров. В основном сейчас с этих площадей я снимаю кукурузу 500-700 килограмм. Примерно так получается. И там не кукуруза, а практически только одни стебли, больше ничего. Депутаты Народного собрания, которые присутствовали на заседании 25 июля, единогласно продлить пролонгацию договоров на 1 год. Создали комиссию совместно с исполнительным комитетом. Комиссии поручили в течение 30 дней разработать механизм возврата дизельного топлива, потому что цена 10,80 раз дали, сегодня 14,50 это топливо, получается очень большой разрыв. И задается вопрос, мы помогаем или мы наоборот топим наши же сельхозпредприятия? По высказываниям предпринимателей, они получили дистопливо, когда оно стоило с 10 леев 70 банов, а возвращать приходится по цене 14 леев 50 банов, что на 20% больше, чем закупочная цена. Таких жестких кредитов, по мнению аграрников, не выдает даже частный банк. И ни одно хозяйство не возьмет никогда в банке под такие проценты, кредит. Получается под 32%, и задаются очень много вопросов, так как я курирую сельское хозяйство и управление АПК. 9 с чем-то, вы тоже знакомы, вам тоже знакома такая цифра, да? Осенью было. 10,70 тоже знакома цифра, да? Да. Мне сейчас стала еще одна цифра знакома. Еще одна цифра отпускается социально-экономическим объектам для подрядчиков, которые осуществляют строительство того или иного объекта, вода, либо мостик, там, либо дорога, там совершенно другая цена. Вопрос, неужели это сегодня не является фактором, сдерживающим для исполнительного органа власти? Многие из людей-квотчиков не знают, на каких условиях было выдано частникам дизельное топливо. Люди не знают, Геннадий Николаевич, люди не знают, люди не осведомлены, что нам дали солярку в долг с возвратом обратно с процентами. Люди не знают. Я уже пытаюсь объяснить, но... Наверное, и народу Гагаузии интересно, да простым людям интересно, руководству интересно. Все-таки мы получили там на 50 миллионов или на 100 миллионов. И я, как обыватель простой Гагаузии, считаю, что на эту сумму Гагаузия должна была быть богаче. Богаче, чем Тараклийский район, богаче, чем Кантемирский район, Левский. Мы получили больше, чем на 100 миллионов топлива. Это деньги, это сумма денег. Больше, чем на 100 миллионов леев Гагаузия получила гуманитарную помощь. И это богатство принадлежит всему народу. Безусловно, топливо должно возвратиться. Но такой ли ценой и ущербной аграрному сектору Гагаузии, где работают десятки тысяч людей?